Теперь, я думаю, что сейчас, когда умрет Назарбаев, можно говорить об этом спокойно, все мы смертны, я тоже когда-нибудь. Каримов умер недавно. Да, да. И то в Казахстане начнутся, большая смута начнется. Возможно, не сразу, возможно, первый как бы переход к власти осуществится, ну тогда через некоторое небольшое время. Мы не говорим, мы говорим просто даже о годах всего-навсего, некоторых, может быть, год, может быть, два. И я думаю, что Россия постарается, и деваться некуда, потому что Путин заявил, там, русский мир. Вот, русские города на севере, ныне находящиеся на севере Казахстана, начиная с Уральска, вспомните, это же знаменитый Яик, где уже в 1773 году наш Емельян Иванович Пугачев начинал восстание, и туда дальше там идут города вплоть до Семипалатинска. Но это русские земли, это да, все знают уже. Это на самом деле просто русские земли, и не взять хотя бы их, это будет просто грех. Тем более на приблизительно 17 миллионов населения Казахстана сегодня еще числятся русскими 4 миллиона. Около миллиона немцев там. Немцы уехали в Германию многие, но многие остались. Немцы поддержат нас, конечно, безусловно. Потом, я подозреваю, что русских там на самом деле больше. Кроме этого, там есть очень влиятельные, те, кто не вернулся в Чечню и в Ингушетию, там есть ингуши и чеченцы. Вот я когда был в свое время в Казахстане, то я видел, например, масса элеваторов в районе там Актюбинской принадлежали все ингушам. И это достаточно мощные такие силы. И когда будут делить наследство Назарбаева, вот вам второе, как бы такое предсказание, если хотите. Теперь, значит,